Самой обсуждаемой темой недели стали законы гор. Причем обсуждали даже те, кто в горах не бывал. Повод – чужая свадьба, которая ехала по центру Москвы, пела и стреляла. О происходящем сообщили разгневанные водители соседних машин. В кортеже, который остановила полиция, ехали горячие джигиты. Они радовались за друга и, по сообщениям, полили из травматики. Один из них теперь отсиживает 15 суток и выплатил 2000 рублей за нецензурную брань. Остальные – по 100 рублей за неправильное использование клаксонов. Случай локальный, обсуждение всероссийское. Гостям с Кавказа припомнили все. Зикр и лезгинку на улицах, приставания и разборки с драками и угрозами. При этом и сами кавказцы и в Москве, и в республиках крайне резко отреагировали на происшедшее. Лейтмотив: на Кавказе так себя не ведут. Это дикость отдельных плохо воспитанных товарищей, какие есть везде. Это нарушение Конституции горца. Так дагестанец Расул Гамзатов называл правила поведения мужчины, который обязан вести себя достойно, чтобы его родителям не было стыдно. И решение проблемы одно и жесткое. Есть закон, который обязаны все россияне соблюдать, без скидок на особенности национальной охоты к развлечениям. Ведь и не кавказцам на улицах стрелять нельзя. И танцевать в присядку, останавливая движение, тоже. А те, кому по должности положено, обязаны следить, как единый закон соблюдается в единой стране. Мой коллега Евгений Баранов изучал, каковы правила общежития, где места хватит всем, и каждый обязан уважать другого, в каких бы горах или долах ни вырос. Пальба в центре Москвы в минувшее воскресенье эхом отдается и сегодня, спустя неделю. Столичная полиция вчера завела уголовное дело по факту хулиганства. И хотя сам факт стрельбы следствию еще только предстоит доказать, каждый выстрел, якобы произведенный из окон машины свадебного кортежа, судя по всему, достиг своей цели. О новом обострении межнациональных отношений вынуждены были заговорить на высшем уровне. Да, есть разные культурные традиции, но правовые нормы еще никто не отменял. Поэтому стрелять, скажем, в воздух нельзя на радостях ни в Москве, ни в Махачкале, ни в Нью-Йорке. Так уж, прямо говоря, если бы подобные вещи происходили в Нью-Йорке, это могло бы закончиться весьма печально. Полиция бы открыла огонь на поражение и была бы за это оправдана. Поэтому еще раз обращаю внимание, что мы должны заниматься воспитанием культуры общежития с малолетнего возраста. Заниматься постоянно и заниматься все вместе. Громкая история стреляющей свадьбы, в которой единственным достоверным доказанным фактом на сегодня является то, что молодожены и гости были дагестанцами, по-своему очень символично. Она свидетельство того, как легко мы променяли наше «мы» на безответственное «они». Еще ничего не доказано, но эпопея со стрельбой уже обрастает бесконечными подробностями, соответствующими нашим страхам, нашему невежеству и нашей беззащитности. При этом, рассуждая о чьей-то дикости и с возмущением разглядывая такие ролики о кавказском беспределе, выложенные в YouTube, мы могли бы вспомнить о визитах в столицу люберецких или казанских, об отстриженных волосах московских хиппи, о массовых драках в конце 80-х, ставших симптомами грядущей катастрофы. У нас это связано в том числе и с распадом Советского Союза. У нас это связано в том числе с тем, что в 90-е годы произошел слом экономического нашего строя, бывшего, и социалки. Все развалилось, и все, вот без преувеличения, Кавказ здесь не исключение. Уровень доходов упал почти до нуля. Образование развалилось почти полностью. Я очень хорошо помню, как я первый раз в 2000 году, по-моему, приехал в Чечню, зашел в школу. Парт не было вообще, сидеть не на чем было. Дети годами в школу не ходили. Вот результат. Кто знает, как выглядел бы приезд, например, вот этого юного горца в столицу, если бы ему довелось расти в своих гасконских горах, так как росли в своих кавказских вот эти его сверстники. Годы войны, бандитизм, возведенный в ранг идеологии, тотальное воровство и беззаконие плюс 0 образования. И вот уже десятки таких д'Артаньянов несутся по столичным улицам. Мотивация та же, что и у гасконца. Потребность самоутвердиться. Но образ разный. Вам самим это не стыдно? Вы когда последний раз своих родителей радовали реально чем-то? Чей из вас отец может сказать: вот я воспитал сына мужчину, я им горжусь жить. Мужик, парень, который мне помогает, который звонит отцу и говорит: папа, чем тебе помочь, что тебя отправить? Мама, давайте я вам что-нибудь помогу, приезжайте.
Вы же знаете, только утром проснуться, пары, если где-то еще не исключили, прогулять, где-то шабнуть там, что-то и ходить по городу, вы Гераклы, вы там, я не знаю кто, мастера спорта, до обычных пацанов докапываться и думать, вот мы камни толпой побили там кого-то, эти свои стволы держитесь. Это не только к дагам относится, также относится ко многим чеченцам, пацанам. Я многих знаю тоже такие же, которые вот здесь стволы свои держат, в универ со стволами приходят. Чего вы этим добиваетесь? Ты не должен читать книг. Ты не должен работать. Ты не должен хорошо учиться. Единственное, что у тебя хорошо получается, это бездельничать на Манежной площади. Иногда потанцовывая лезгинку. Возможно, кто-то не так поймет мое обращение, но мои намерения чисты. Я призываю свой народ исправиться. А чем занимаешься ты? Это ведь тоже они. Незаметные на фоне танцующих лезгинку на Манежной площади молодые дагестанцы. Да, их всего двое. Студентов московских вузов, выложивших в сеть свои обращения к соплеменникам. Но просмотров-то у них сотни тысяч. А это значит, что если мы уже взялись делить себя на «мы» и «они», то надо помнить о том, что их происходящее волнует ничуть не меньше. Есть хулиганы, которые ведут себя, может быть, не так этично, как это необходимо было бы вести. Правильно, достойно. Есть хулиганы, есть люди, которые где-то хотят себя показать и где-то проявить. Я думаю, что опять-таки акцентировать внимание на это все, делать из этого проблему номер один в стране, в которой проблем огромное количество, не стоит. В то время как депутат Саралиев в родном Грозном готовился к празднованию Дня города, в спальном районе на окраине Москвы его друзья-чеченцы ждали встречи с русскими националистами. Сейчас стало модно все списывать на национальные особенности. Идея депутата Саралиева была вполне кавказской. Решать проблему растущей агрессивности надо с теми, кто в любой момент сам готов применить силу. Такой службы еще не было. Меня 10 лет уже таскают на все круглые столы, ГУВД, правительство Москвы, в Дом национальности, где сидят умные аксакалы, читают доклады по часу каждый, все спят на них и рассказывают про мир, дружбу и согласие, про культуру. Но это к улице не имеет отношения. На улице именно надо привлечь лидеров сообществ, фанатов, националистов, сообществ, чеченцев, дагестанцев, где непосредственно есть лидеры, которые могут решать вопросы, отводить людей. Несмотря на пафосное название «Конгресс консолидации народов России», реальная деятельность этой интернациональной группы сводится к тому, чтобы не допускать перерастания локальных уличных стычек на национальной почве в серьезные столкновения. Разводить готовых к поножовщине, как говорится, по понятиям. То есть на том самом языке, который доступен людям, собирающимся выяснить отношения у станции метро с помощью арматуры. Все это движение создали для того, чтобы люди, молодые пацаны, могли решать вопросы не на улицах с ножами и с кулаками. Все мы знаем прекрасно историю с Егором Свиридом, с Юрой Волковым. Не дай бог, чтобы это повторялось. Не дай бог, мы против этого. Мы не хотим этого. Мы не хотим вражды, мы не хотим воевать, мы не хотим убивать, мы не хотим стрелять и резать. Мы хотим решать вопросы так, чтобы пожали руки потом ребята молодые друг другу и сказали: давай, братка, всех благ тебе, все. Уличное миротворчество, к которому московский рэпер Рома Жиган присоединился совсем недавно, уже сказалось на его творчестве. Вернувшись из Грозного, он выложил в сеть свой новый клип, так мало вяжущийся с его бритоголовым сценическим образом. Я был на Кавказе, меня тепло встречали, добрые люди, буду помнить их всегда. Но я был там гостем и понимал это. Прошу, веди себя так же, когда приедешь сюда. Если ты придешь с миром, я накрою стол. Мы будем кушать с тобой и пить вино. Я уложу тебя спать, сам же лягу на пол. Но я прошу об одном, не приходи с войной. Тот факт, что попытки мирного решения увеличивающихся проблем совершают люди, изначально нацеленные на конфликт, свидетельствует о серьезности ситуации. О том, что разделение на «мы» и «они» де-факто уже почти произошло. Но «мы» все еще возможно, когда появляется некая общая цель. И сейчас эта цель вполне достойная – сохранение единства страны. Евгений Баранов, Андрей Маслихов и Милана Кузьмина. Воскресное время.
Следствие, надеемся, разберется, кто стрелял, кто не стрелял. И надеемся, в расследовании этого вопроса удастся избежать самого опасного – компанейщины. Ведь у хулиганов национальности нет. И хамство на улицах, и дешевое самоутверждение тоже национальности не имеют. Это как разруха, она в головах. И противопоставить ей можно только наше общее неприятие и общее понимание. На улицах нет наших и ваших. Это мой народ, в котором, как в любом народе, есть хулиганы и остальные. Те, кто хулиганам никогда не будет искать оправдания.